Вы смотрите новости. В студии Надежда Саханская. Здравствуйте. Коротко о главных темах этого выпуска. Напряженная ситуация в стране. Премьер-министр Михаил Мишустин рассказал о планах правительства в обстановке с COVID-19. Не хватает 16%. В республике продолжается кормозаготовительная кампания. Амбициозные планы якутского атлета. Спортсмен из Верхневилюйска Богдан Прокопьев завоевал бронзовую медаль на открытом чемпионате мира в Швеции. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что ситуация с коронавирусом в стране остается напряженной. По словам премьер-министра, на закупку медикаментов для пациентов, подходящих лечения на дому, правительство дополнительно выделит регионам более 5 миллиардов рублей. Кроме того, Мишустин подчеркнул важность нахождения запасов кислорода в медицинских организациях, так как в условиях распространения инфекции потребность в нем возросла. По сообщению главы Кабинета министров, 40 миллионов граждан уже прошли полный курс вакцинации. Однако этого пока недостаточно для формирования коллективного иммунитета в стране для борьбы с болезнью. В субъектах Российской Федерации наращивается коечный фонд. Уже развернуто свыше 217 тысяч инфекционных коек. Большинство заболевших проходят лечение дома под наблюдением врачей. По инициативе президента им предоставляются бесплатные лекарства. Правительство дополнительно выделит регионам на закупку таких медикаментов более 5 миллиардов рублей. Наш эфир продолжает брифинг оперштаба по эпидситуации. Узнаем о текущей обстановке в республике. Предлагаем послушать. Ольга Валерьевна, добрый день. Прокомментируйте текущую ситуацию с коронавирусной инфекцией у нас в регионе. Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. В соответствии с указом главы Республики Саха-Якутия, который издан вчера, на территории республики продлен режим повышенной готовности по 31 октября 2021 года. В целом, среди тех ограничительных мер, которые действовали до настоящего периода, введено ряд мер дополнительного характера, прежде всего направленных на ограничение осуществления массовых мероприятий, независимо от количества участников. В связи с чем необходимо обратить внимание, что учреждения культуры, объекты спорта для населения продолжают работать в тех условиях, которые определены для них с точки зрения санитарно-эпидемиологических норм по своим планам. Необходимо обратить внимание также, что не менее 50% работников тех организаций, которые не относятся, работники которых не относятся к лицам, для которых введена обязательная вакцинация, рекомендуется не менее 50% работников перевести на дистанционную форму работы. Кроме того, на настоящий момент в связи с ухудшением ситуации, связанным с увеличением количества беременных будущих мам, кормящих мам, соответственно, среди заболевших новой коронавирусной инфекцией, главой Республики Саха-Якутия в целях их защиты рекомендуется перевод беременных без учета срока беременности на дистанционную форму работы. Уважаемые жители Республики Саха-Якутия, принятые и обозначенные указом главы Республики Саха-Якутия меры направлены прежде всего для того, чтобы было достаточно легче, проще, спокойнее и уверенно работать нашим медицинским учреждениям и защитить вас всех от новой коронавирусной инфекции. На территории республики за сегодняшний день зарегистрировано 215 случаев новой коронавирусной инфекции, 59% из них, 137 случаев, зафиксировано в городе Якутске. 13 случаев, самое большое количество случаев, зарегистрировано среди улусов в Мегино-Кангаласском улусе. К сожалению, Мегино-Кангаласский улус, несмотря на достаточно устойчивую тенденцию последних 2 месяцев, последние 3 недели идет на достаточно высокий рост, в связи с чем оперативный штаб Мегино-Кангаласского улуса принимал решение по развертыванию дополнительных стационаров, в том числе и в интернатах образовательных учреждений.
Необходимо обратить внимание, что сложной является обстановка в Амгинском, Вилюйском, Улусе, где зарегистрировано по 7 случаев. Практически во всех случаях, а во всех улусах республики зарегистрировано от 1 до 6 случаев по данным Управления Роспотребнадзора республики. Чистыми без ковида на настоящий момент остаются лишь только северные улусы республики. Необходимо обращать внимание на необходимость соблюдения всех норм. Но самое главное, на что я хочу обратить внимание, это сегодня внутрисемейные очаги. Для Якутии характерны большие семьи, и, соответственно, при том, если болеет один человек, то, соответственно, болеет и практически вся семья. Необходимо обратить внимание, что на особом контроле у нас Крес-Хаджай Тампонского улуса, в котором непосредственно есть ситуация в школьном интернате на настоящий момент. Значит, дети находятся на обследовании, и, соответственно, значит, все учреждения здравоохранения работают при контроле и мониторинге свободного коечного фонда и лекарственных средств в наличии. При возникновении вопросов по коечному фонду лекарственных средств в наличии прошу обращаться на горячую линию Минздрава Республики. Спасибо. Это был брифинг оперативного штаба по COVID-19, а мы продолжаем. Несколько долгостроев намерены исключить из реестра проблемных объектов в столице республики до конца 2021 года. Это дома номер 3 и номер 5 компании «Семиир», а также 179-квартирный жилой дом по улице Каландаришвили. Отмечается, что в результате совместной работы властей и компаний-застройщиков сокращается количество таких проблемных объектов. Так, в этом году дольщики 2 домов застройщика Черов ИК и 1 объекта «Семиир» получили компенсации из федерального фонда. Пассажиры 4 внутрирегиональных рейсов авиакомпании «Якутия» ждут вылета из аэропорта столицы республики более суток. По данным онлайн-табло аэровокзала, это рейсы в Депутатский от 30 сентября, 2 самолета в Тиксе от 29 и 30 сентября, а также в Уснеру от 1 октября, которые перенесли на 2 октября. Задержки связаны с решением перевозчика. На сегодняшний день в республике заготовлено 84% сена от сезонного плана. Вопрос обеспечения грубым кормом по-прежнему остается актуальным. Большие трудности намечаются в Тампонском и Усть-Алданском районах. В некоторых наслегах Намского и Чурапчинского районов также отмечается нехватка корма. Для преодоления дефицита ранее планировалось приобрести сено из Амурской области, но в связи со сложной эпидемиологической ситуацией планы скорректированы. Как отметили в Минсельхозе региона, сейчас решено приобрести 10 тысяч тонн сена из Забайкалья в центральные районы, а более 1 тысячи сена завезут из Магаданского края в Аймиконский и Тампонский районы. С распространением африканской чумы свиней сейчас не представляется возможным завести сено с данного региона, и поэтому запланированные объемы будем возмещать за счет транспортировки сена из Забайкальского края. Там мы из Забайкальского края мы планировали 4 тысячи тонн завести. Сейчас примерно будет 10 тысяч тонн. Кроме того, сейчас на данный момент вышло решение оперативного штаба министерства о выделении иных межбюджетных трансфертов муниципалитетам, да, на организацию перевозки сена. Это в объеме 2000 тонн будет профинансировано с республиканского бюджета. Этим летом в Ленске открылся цех переработки. С первого дня работы предприятие начало реализовывать хлебную продукцию небольшими партиями. Сегодня, спустя 3 месяца, спрос на хлебобулочные изделия вырос. Изготавливать приходится в разы больше. Подробности в сюжете Светланы Балеевой. 800 булок хлеба, 480 булочек и 150 батонов. Именно такой объем хлебобулочной продукции выпускает в день муниципальная пекарня. Работа здесь кипит с раннего утра. В это время начинается замес теста, а уже с обеда пекари приступают к выпечке хлеба. Весь процесс происходит вручную. Хлеб в цехе производится по особому рецепту на сырых дрожжах, которые варят пекари сами. Тесто замешивается жидкое. Хлеб выпекается как большими, так и буханками поменьше. Маленький хлеб 200 булок у нас. То есть маленький 350 граммовый делаем хлеб. Где-то булок по 80 черного и 80 белого. И булочек, наверное, 80 делаем на сыворотке. Основная часть продукции доставляется в детские сады и школы, оставшаяся в фирменный магазин «Батамайский». Сегодня у предприятия большие планы. В конце ноября будет начато производство бутылированной воды и запущен мясной цех. Завезли уже все оборудование на мясной цех, потому что хотим еще делать полуфабрикаты
Это пельмени, котлеты, тефтели, голубцы. Ну, пельмени, естественно, будут с заморозкой, а вот котлеты и тефтели, и там, что прочее, что не надо морозить, мы хотим делать, вечером делать, а утром реализовать через магазин. Ночью охлаждать, чтобы они были охлажденные. Спрос на хлебобулочную продукцию, производимую в муниципальной пекарне, превышает ее производство. Поэтому в планах у предприятия приобретение еще одной пекарни. С ее покупкой появится возможность выйти на более серьезные объемы, ежедневно выпускать более 2000 булок хлеба и расширить ассортимент продукции. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Ленск. Юношеская сборная России по пауэрлифтингу заняла первое место в открытом чемпионате мира в Швеции. Спортсмен из Верхневилюйска Богдан Прокопьев завоевал бронзовую медаль в составе юношеской сборной России в дисциплине классическое троеборье. На традиционном чествовании победителей в постоянном представительстве республики в Москве побывала Туяра Константинова. Нынешний чемпионат мира по пауэрлифтингу должен был состояться в Минске. Но в последний момент организаторы перенесли главный турнир из Белоруссии в Швецию. Для якутского атлета Богдана Прокопьева решение федерации отчасти помешало установить запланированный личный рекорд и занять второе место в престижном весе 120 килограмм. Медаль была близкая, можно сказать, на тяге, чтобы победить на второе место, 332,5 килограммов тяги не удалось удержать. Хват подвел, как можно сказать, и серебряная медаль из рук выпала, поэтому третье место. Богдан Прокопьев завершает юниорский этап своей спортивной карьеры. Он тренируется в Якутске и Верхневилюйске, а своего личного тренера Антона Солодова Богдан нашел через социальные сети. Перед крупными соревнованиями они вместе оттачивают спортивное мастерство. Следующие соревнования, скорее всего, уже у нас будут по взрослым, и там он тоже имеет возможность попасть в сборную России уже взрослую, что, естественно, самый высокий уровень. Поэтому задачей мы ставим уже на следующем чемпионате России выйти в тройку и постараться отобраться на чемпионат Европы, где выполнит норматив мастера спорта международного класса. И я уверен, что ему это по силам. Его вклад однозначно был сильный, так как третье место приносит много очков. Без него, скорее всего, мы не заняли бы первое место. Как товарищ, как человек, он хороший. Я с ним жил вместе в номере в одном. Там помогал везде, что надо. Он мне, я ему. Якутский атлет ставит перед собой амбициозные задачи и намерен бороться за медали чемпионатов страны, Европы и мира среди мужчин. По словам тренера, очень важно, что у спортсмена из Якутии есть поддержка его семьи, родного Улуса и республики. Туяра Константинова, Джур Березкин, Москва. К этой минуте у меня все. Мы продолжим говорить о новостях на телеканале Якутия-24. Оставайтесь с нами.